Гомельскому областному радио 80 год. Говорите Гомель. Здравствуйте, уважаемые любители спорта. В конце минувшей недели в Гомельском дворце игровых видов спорта прошел очередной тур чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Гомельский «Спартак-Кондитер», занимающий третью строчку в турнирной таблице чемпионата 16 очками, принимал «Темп» из Могилева, который делит 6-8 места. Гэтым кароткім фрагментам рэпартажа, узята з архіву, я, Михаил Болсин, пачынаю сённяшнюю аўтарскую перадачу Гомельскому областному радыё 80. Як вы, напэўна, здагадаліся, прысвечана яна спорту. І не выпадкова. За всю сваю гісторыю абласное радыё ніколі не абыходзіла гэту тэму. Інфармацыі, інтэрв'ю, рэпартажы з розных спаборніцтваў заўсёды гучалі ў інфармацыйных выпусках і тэматычных перадачах. Памятаю, з аддзелам навін доўгі час супрацоўнічалі Альберт Шастакоў, Яўген Фрусеев, але найбольшай актыўнасцю вызначаўся Віктор Марченко, пачатак рэпартажа якога толькі што прагучаў. Падрыхтаваны ён быў у 90-е гады мінулага стагоддзя. І вось новая сустрэча з аўтарам. Виктор Захарович, калі вы пачалі супрацоўнічаць з Гомельским областным радио? Мое сотрудничество началось в 1985 году. Тогда я активно занимался спортивной журналистикой. Много было заметок «Физкультурник Беларуси», «Гомельская правда». И мне было легче входить в ритм работы областного радио. Я стал вначале давать просто информацию, а потом однажды редактор областного радио Николай Бондаренко предложил мне сделать репортаж непосредственно с мест соревнований. Я испугался, но согласился. Он взял на свое имя репортер, дал мне его, и я пошел на первые соревнования. Конечно, мне было очень тяжело, но постепенно от соревнований к соревнованию я совершенствовал свое мастерство. И потом, как говорили коллеги, у меня стали неплохо получаться спортивные репортажи. Час таких репортажаў вам, мабыць, давялося сустракацца і са славутымі і спортсменами, и тренерами нашей Гомельщины. Из звезд первой величины спортсменов я вспоминаю трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, олимпийского чемпиона Александра Коршакевича гандбол, главного тренера национальной команды Беларуси по легкой атлетике Александра Рудских и многих других. Из ведущих тренеров Гомельщины я с удовольствием назову такие имена, которые с удовольствием давали интервью. Это заслуженные тренеры Беларуси Борис Николаевич Протасов, Олег Аполлоныч Курилин, Владимир Иванович Сава, Николай Петрович Толстопятов, Борис Макарович Зайцев, Валерий Петрович Круковский и многие-многие другие. Из тогда действующих спортсменов я сейчас могу вспомнить чемпиона мира, призера Олимпийских игр Сергея Смаля «Вольная борьба», нашу знаменитую легкоатлетку, чемпионку мира, двукратного призера Олимпийских игр Наталью Сазанович, чемпионку мира Ирину Яченко и многих-многих других. У эфире областного радио гучали ваши репортажи не только на спортивную тематику. Вы правы. И впервые мне предложил сделать репортаж не на спортивную тематику редактор областного радио Николай Корчемный. И у меня они стали получаться. Сначала, конечно, не очень хорошо, но потом я тоже, как говорится, совершенствовал свое репортерское мастерство. Набил, как говорится, руку. Якое засталося у вас урадження ад тогочасных радиожурналистов? Вы знаете, Михаил Михайлович, наверное, мне повезло на удивительно доброжелательных коллег, которые в первое время мне помогали, а потом подсказывали профессионально. Это было удивительное время, которое я не забуду до конца своих дней. А что бы вам хотелось сказать у сувязі з 80-годдзям нашего радио? Вы знаете, хочу сказать, что с каждым годом уровень мастерства репортеров, редакторов областного радио совершенствуется. Это приятно. Но в то же время я хотел бы пожелать, чтобы почаще были и спортивные репортажи на нашем областном радио. Всем крепкого здоровья, успехов и творческих удач.
Дзякуй Віктору Захаровичу Марченку за добрыя пажаданні і актыўную прапаганду фізкультуры і спорту. А як старшаму выкладчыку Гомельскага універсітэта імя Скарыні жадаем яму поспехаў у падрыхтоўцы спартыўных кадраў. А ўсіх радыёслухачоў мы сёння віншуем з Новым годам. І перш за ўсё моцнага здароўя вам, шаноўныя. Вось і заканчваецца наша перадача. Чакаем вашых водгукаў аб ёй. Пішыце 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 77 61 16. Да новых сустрэч у эфіры. Цяпер ужо у 2006 годзе, у якім 14 сакавіка споўніцца 80 гадоў абласному радыё. А сёння я, Михаил Болсон, развітваюся з вами. Міру і добра, сябры. Гомельскому областному радио 80 год.